Так. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Витаю всех. Как меня слышно, как меня видно? Так. Может, у него связь плохая. Так, ну как, не видно, да? Сейчас выйдет. Ассаламу алейкум всем, алейкум салам. Видно. Супер. Ассаламу алейкум, еще раз приветствую всех. Так. Слышно и видно. Алейкум салам. Ну, все отлично тогда. Сейчас подождем пару минут. И можно приступать. Так, я извиняюсь за задержку. Так, лайк Иса Маилаш Масера. Ассаламу алейкум. Лайк Иц Маилаш. Бо. Алейкум салам, Тойзан. Алейкум салам, ваш Аслан. Алейкум салам, Аслан Киримов. Машуоль Аслан Бей. И все остальные. Машал Хирледи. Аслан, привет. Максик, приветствую. Берг Тичу. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Без тебя уже создали правильно. Они могут. Они могут делать. Так, поехали к вашим вопросам. Почему у меня тут все зависло? А, да, у меня тут возникли небольшие сложности. Странно. Ну, ничего, справимся. Справимся по-другому. Так, друзья, я тогда... Ну ладно. Машу не субарт, говорит, персона грата. Так, Чечня не Россия. Модер блокировать Мобиуш, пускай видят все, что они из себя представляют. Так, правильно. Так, сегодня 6 декабря 2019 года. Сегодня у нас очередной стрим, прямой эфир. И сегодня у нас очень много тем, которые мы должны обсудить, которые я вам хочу донести. Как обычно, у нас только хорошие новости, и этих новостей сегодня слишком много. Постараемся уложиться в наши законные 1,5 часа. Так, начнем. Так, вот, у меня тут Europäische Milchprodukte von der Natur наладилось hergestellt, von все. Handwerkern perfektioniert. Одну Diese минутку. Initiative wird von der Так, одну минуточку. Отлично. Так, все отлично. Сейчас одну секунду. Валейкум салам, Гунайкан. Селим Висарита. Валейкум салам. Так, меча очень го кестрирол шу. Можда Аслан радует, что есть позитивные новости. Александр Сергеевич, салам. Салам, Александр Сергеевич, витаю. Чино, Кузубо, Чино. Так, если Аллах захочет, будет страна мирная, Союз Кавказских Республик будет, говорит обычный мужик. Так, ассаламу алейкум, хами телефон, чау, салам. Они свой зона, а улилда. Короче, шуровать себе шо. Так, давайте перейдем к нашим вопросам. Так, сейчас одну минутку.
Новостей слишком много. Сейчас я постараюсь по порядку, чтобы какую-нибудь хорошую новость не забыть и вас не расстроить. Начнем с первой новости. Первая новость заключается в том, что немецкие власти сказали, что протест Кремля в связи с тем, что их признали преступниками, государственными террористами, кремлевские террористы начали возмущаться и говорить, что это не так, там все такое. И, короче говоря, очень сильно возмущаются. Насчет этого немецкие политики ответили, что это сплошная реакция, протест Кремля, это сплошное лицемерие. Так немецкие политики комментировали высылку российских банд дипломатов, банд представителей. Вторая новость. База ГРУ во французских Альпах. Стало очень известно, и, кстати, вот опять к нормандскому вот этому формату, который сейчас будет встреча у террориста Путина. Я не знаю, для чего они с этим террористом цацкаются, для чего они с ним заигрывают. Террорист есть террорист, и государственный террорист, казнократ, убийца, преступник. Я не понимаю, для чего это. Ждут, пока у каждого там наступит какая-нибудь проблема. Например, во Франции Макрон, который очень любит, уважает сейчас в последнее время Путина, вот в его стране произошла вот такая интересная казуистика. В горах французских Альп обнаружили абсолютно мирно проживающих русских террористов. Я не знаю, какой они национальности конкретно были, но то, что они представляли русское ГРУ, это известный факт. Что хорошее для французов и для Эммануэля Макрона, то, что на территории Франции эта банда не убивала людей, не проводила там диверсии, террористические акты. Говорят, по слухам, что Петров и Баширов, которые попытались убить Скрипалей и убили одну женщину и ранили, отравили несколько человек, в том числе полицейского, проходили там подготовку. Это очень удобно. Находишься во Франции, в горах, где как бы тебя никто не видит, тренируешься, отдыхаешь, бегаешь, разрабатываешь планы, ну и выезжаешь за пределы Франции, вроде бы границы открыты, спокойно, да, очень удобно. Просто если европейские страны не прекратят эту преступную, порочную практику, то огромные проблемы возникнут у этих стран. Они потеряют свой суверенитет. Это без преувеличения так. Им достаточно было совершить преступление вот этим террористам, которые жили в Альпийских горах, во французских Альпах, и вернуться. И все. Хоть и границы открыты, но юрисдикция, конечно, у каждой страны своя. Ты можешь совершить преступление и спрятаться в горах Франции, где тебя никто искать не будет. Да? Тебе не надо регистрироваться, тебе ничего не нужно делать. Проживаешь в горах, и в любое время, если тебя кто-то застукает там, или кто-то спросит, ну вот я тут проходил мимо, заехал к друзьям. Везде можно понаставить камеры, ну чисто как и положено, да, военным. Они находятся, они контролируют весь периметр своего дома, ну как положено. Я когда-то еще во времена, когда учился в Питере, читал книгу «Аквариум» Суворова, да, Суворов, который ГРУшник бывший, который проживает сейчас в Великобритании. И он там рассказывал, я так запомнил одну из его вещей, как проходили подготовку из написанного в книге, как проходили там подготовку в советское время ГРУшники, те же военные, кому раньше принадлежал Виктор Суворов. Так вот, с точки А, это производили, чтобы было понятно, в странах соцлагеря, которые были союзниками Советского Союза, да, ну, даже не союзниками, колониями Советского Союза. И поэтому там было очень удобно проводить. Сейчас же, я расскажу сейчас, что они там проводили. Сейчас же с противниками, с врагами европейскими, американцами, с французами, с немцами, с англичанами, со всеми остальными
Россия является противником, пока просто европейцы еще не знают, не осознали просто, хотя мы им стучим в двери, кричим, доносим до них. Ну, они почему-то сейчас пока еще не осознали, но ситуация меняется. Так вот, что делали в советское время вот эти ГРУшники? С точки А высаживалась группа, которая полностью автономна, вооружена, и она должна добраться до точки Б, там захватить какое-нибудь очень важное лицо, вип-персону, будь то какой-нибудь генерал, будь то какой-нибудь советник, какой-нибудь министр, ну, может быть, не там государственного уровня, хотя, возможно, и государственного уровня тоже. Должны в точке Б захватить этого чиновника, важную персону, и дойти в пункт С. На все время следования вот этих групп, вот этой группы, сообщается, что в этом квадрате сбежали зэки. То есть этих людей можно против них применять оружие на поражение. Ну, кто может применять оружие на поражение? Только обычные менты какие-то местные, там, где-нибудь в Чехословакии, или в Польше, или где там еще они это проводили. Конечно же, вооруженные стрелковым оружием, обученные военные, намного легче победить обычного ППСника. И вот так проводились учения. Сейчас то же самое происходит, но уже в европейской стране. Помните, Джохар Дудаев сказал, настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. Он сказал еще в 95-м или в 4-м году, сегодня вы говорите, Европа, Чечня внутреннее дело России. Настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. Мы очевидцы этих слов, мы очевидцы этого времени и пророчества Джохара Дудаева, что он нам предсказывал, оно сбылось. И я уверен, все остальные пророчества тоже сбудутся, потому что то, что он нам предсказывает, все это уже сбывается. Ну, по крайней мере, большее то, что он говорил, уже сбылось и сбывается. И мы верим в то, что солнце свободы скоро взойдет, и оно будет со стороны Украины, и вот эта империя зла, подлости, обмана, лжи будет уничтожена. Так вот, да, перейдем к следующей новости. Эту базу ГРУ рассекретили. Это есть хорошая новость. И я думаю, теперь задумаются хотя бы вот отдельные части во французском обществе. Далее США. Третья новость. США обвинили российскую хакерскую организацию в хищении 100 миллионов долларов. Одновременно, когда людей убивают, проводят террористические акты, засылают разных сумасшедших под религиозным соусом, давить людей на автобусе, давить людей на набережных и так далее, расстреливать людей. В это время хакеры похищают 100 миллионов. Похищают эти 100 миллионов и абсолютно без сомнения на эти же 100 миллионов покупают разных европейских политиков. И так далее, и так далее. Вот какая вот ситуация обстоит. Но американцы, опять же, предъявили, выявили и сейчас будут предъявлять по этому поводу претензии к России. Я надеюсь, санкциями это дело не ограничится, а будут куда более серьезные последствия. Или санкции будут намного серьезнее, чем до сих пор они были. Вот что можно сказать. Так, перейдем к следующей новости. Как мы знаем, вчера прошел саммит НАТО. Страны НАТО назвали Россию угрозой евроатлантической безопасности. Это очень серьезно. Это все к одному добавляется один за одним. Это значит, что НАТО взяло на курс, как Россия выбрана в качестве соперника. Россия долго это добивалась, долго пыталась, как слон в посудной лавке, совершать преступления. Ну вот, потихонечку доигрываются. Доигрываются, и я думаю, скоро проблем будет у России еще больше, к тому, что уже имеется. Так, давайте перейдем к еще одной новости. Так. Сейчас. Так, перейдем к
к одной новости, которую тоже обязательно нужно отметить. Как мы знаем, Россия засылает свою агентуру в европейские страны. Особо сейчас в этом плане Россия усердствует по направлению Германии. При всем при этом, конечно, совершая убийства и разные диверсии, провокации против Федеративной Республики Германия. Я очень надеюсь, что наконец-то европейские чиновники, немецкие чиновники в первую очередь осознают, что с ними происходит. Это только то, что мы видим, то, что засылают. То, что огромное количество людей нам засылается, и об этом знают только специальные службы. Мы, конечно, этого всего не знаем, но нет сомнения, что в большом количестве. Далее мы знаем, что Россия провела террористический акт 23 августа на территории Германии, в столице Германии, в Берлине, где попыталась запугать Ангелу Меркель. Опять же, мы знаем, что Владимир Путин ранее запугивал Ангелу Меркель, приводя в комнату, где они ведут переговоры на встрече с Ангелой Меркель, собаку. А всем известно, и протоколу Ангелы Меркель всегда протокол сообщает об этом, что ни в коем случае там, где находится Ангела Меркель, не должно быть собак. Но Путин вот так пытается психологически воздействовать на это. Но сегодняшняя, вчерашняя, позавчерашняя новость, которая нас всех обрадовала, она нам, конечно, дает повод говорить о том, что альфа-самец, который возомнил себя альфа-самцом Путин, альфа-пес, является на самом деле альфа-сукой, и его не боится Ангела Меркель. Это мы отлично увидели. Поэтому поехали дальше. В Германию заслали, вот тоже очень хорошая новость, которую всем нужно взять на вооружение, и мы должны об этом распространять. Бывший комиссар наших, да, комиссар, да, название какое, наши есть такие, да, в России, это нашисты, ну, это фашисты, такие раньше в Германии были Гитлер-Югент, которых выбирали таких молодых ребят, которые готовы ради Гитлера делать многое что. Ну, сейчас ищут таких среди русской молодежи, это нашисты. Вот этот бывший комиссар нашистов и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель, который имеет немецкие корни, получил немецкое гражданство. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung. Что хотелось бы по этому поводу сказать? Вот этот Роберт Шлегель до сих пор не получал гражданство, но имеет немецкие корни и имеет законное основание получить здесь гражданство, так как у него есть немецкие корни, по всей видимости. Я бы, конечно, проверил этого человека, насколько правдива вот эта легенда, что он является немцем по происхождению. Но, опять же, надо понимать, что если он является, то, конечно, гражданство по закону положено, и ничего с этим поделать нельзя. Но внимательно присматриваться к экс-депутату и к комиссару вот этих нашистов очень обязательно. Он сюда сейчас приехал и решил тут обосноваться. Этот человек принимал такие законы, как о защите от информации, причиняющей вред здоровью, то есть поправки к законопроекту, где ограничивается пользование интернетом. Вот человек душил свободу слова, принял его законы, работает, а он сейчас спокойно переехал в Германию, и якобы сейчас как бы здесь будет такой бедный и пострадавший от режима. Хотя у меня нет ни малейшего сомнения, что этот человек, хотя, конечно же, 100% утверждать я не могу, но 99% я уверен, что такие люди сюда попадают не зря. Раз они были на таком большом посту, то эти люди, конечно же, должны быть проверены от и до. И надо учитывать национальную безопасность Германии. Так, давайте далее. Сейчас я почитаю тогда ваши вопросы, и потом мы перейдем к основной теме про теракт и убийство Зелимхана Хангашвили и дальнейшие действия немецких властей. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Так. Коля
город Детройт. Так, в Германии, наверное, не лохи, Мила Йович. Да, в Германии далеко не лохи, но, знаете, мы, которые пережили геноцид, даже сейчас мы, которые имеем много лет опыта и увидели истинное лицо КГБ России, и при всем при этом мы часто попадаемся на их уловки. А тут, где еще не испытали в должной мере то, что те могут над ними сделать, еще как-то пытаются договариваться. Договариваться бесполезно. Никаких шансов договориться с этими преступниками нет. И рано или поздно они в этом убедятся. И то, что сделано вчера, принят вот этот закон, где Россия признана преступником, вот этот документ, который Россию признает преступником, конечно, это первый шаг. И это далеко не последний шаг. Дальше будет, конечно же, продолжение всему этому. Так, поехали дальше. Так, Аслан, как сделать, чтобы среди персон нон-грата? Аслан, как сделать, чтобы среди ночи был Барт? Для того, чтобы среди ночи был Барт, мы должны придерживаться одной линии. Мы можем ругаться между собой на любые темы, на бытовые темы, на финансовые темы и так далее. Но мы должны прийти в согласие в том, что нашу страну оккупировали, временно оккупировали. И мы должны понимать, что если мы начнем на этом вопросе, кто-то говорит, что он кадыровец, кто-то что-то такое, сякое, то мы ни к чему не придем. И нам нужен Барт на этом, на нашей государственности, на понимании того, что нам нужна свобода. Без этого мы никуда не двинемся. Ничего мы не сможем сделать, если мы не будем свободны. Чтобы стать свободными, нам нужен Барт. И на нас смотрят. Я вас уверяю, вот то, что вы сейчас пишете комментарии, как вы на это реагируете, что я говорю, вас тоже видят, за вами тоже наблюдают, созрели ли мы для того, чтобы нам можно было помочь, а потом завтра не окажемся какими-нибудь там бандитами, которых о нас Россия очень много говорит. Это все остается в голове. Россия же не просто так тратит эти миллиарды против нас на протяжении уже 28 лет. Огромная пропаганда ведется против нас. И уже эта ложь на лжи, она уже становится правдой, она уже там появляется. И даже такие объективные какие-нибудь там, так называемые объективные, те же правозащитники российские, какие-нибудь там такие либералы, они где-то могут сказать, да, это было, конечно, тяжелое время, погибло не 300 тысяч, а 100 тысяч или там 50 тысяч, могут, например, правозащитники так говорить, обсуждать с нами. У них во всем ложь, а вот в том, что у нас погибло 300 тысяч, они говорят 100 тысяч, в этом вот это не ложь. А вот вы докажите. А вот мы докажем, когда вот уберетесь, а до тех пор мы не верим ни одной цифре. И таких вещей много. Могут сказать, что да, это очень пострадавший народ. Но вот понимаете, они очень трудный народ. С ними вот по-другому нельзя. И какой-нибудь там американец в каком-нибудь большом кабинете сидит и думает, тогда эту тему оставим. Геноцид, по-другому уже нельзя, оставим пока. У него и так своих дел полно. И тут, возникает такое. Или где-нибудь там в Германии какому-нибудь чиновнику скажут, слушай, чиновник, ты так, конечно, хороший, давай помоги. Он говорит, понимаете, вы тут чеченцев убиваете, вот там геноцид устраиваете. А ему говорят, да вот ты понимаешь, вот они не понимают, они вот человеческого языка не понимают. Вот смотри, они же исламисты, они террористы. Вот смотрите, у вас банды здесь. Вот все банды, которые здесь в Германии или в Европе сейчас существуют, вы все работаете на врага. Мы здесь не хозяева, мы здесь беженцы. Нам просто дали убежище, к нам проявили милосердие, и мы должны это понимать. И тот, кто занимается криминалом, знаете, что это вы делаете не очень хорошее дело. И тем более, если вы там объединяетесь в группы, если вы контактируете с российским бандпритоном под названием посольство, и вы делаете на руку врагу, вы дискредитируете чеченцев, вы на один день, на один час отодвигаете нашу свободу.
рано или поздно это произойдет, даже если будете оставаться тем бандитами. Поэтому все вот эти разные группы, которыми вы хотите привлечь внимание, что вот чеченцы тут захватили рынок, там преступный какой-то, там в этом. Нет, господа, вы ничего не делаете, кроме проблем себе, потому что бандитизм это такая, криминал это такая тема, где надо очень скрытно делать. Потому что если вы не делаете это скрытно, а вас узнают и вы садитесь на очень долго. Или же вы помогаете русским, что вдвойне вред. Вы сами себе вредите и вредите всему народу. Вот делайте выводы из того, что есть, из того, что исходит. Поэтому надо объединяться на барте на государственности. И все должны этому способствовать. Все должны писать комментарии, говорить о наших преступлениях. Мы доносим до вас, мы пытаемся до вас донести, что у нас убито 300 тысяч, что Россия является террористической страной, фашистской страной. Это не преувеличение. Россия на самом деле ведет имперскую фашистскую политику. В Германии, когда был нацизм или такой период, тоже всех подряд не убивали. Евреев выводили спокойно, сажали в машины и отправляли в концлагеря. И все жили остальные, и не только немцы, остальные тоже жили, их не трогали. А немцы вообще жили хорошо. Ну, иногда какого-нибудь немца, который там начинал возмущаться, что ну что же вы делаете, там людей убиваете, в газовых камерах там убиваете. Эти немцы, конечно, пропадали, у них возникали проблемы, но в общей массе люди жили очень даже хорошо. Так вот, сейчас в сегодняшней России еще хуже, чем тогда. Просто никто не обращал на это внимания, когда чеченцев расстреливали. Чеченцев там гнобили, убивали, сажали, не брали на работу, где-то сажали, подкидывали наркотики. Ну, это все было, и все это продолжается, ничего не изменилось. Просто сейчас чеченцы пытаются выжить, и сопротивление наше ослабло, как информационное, так и военное. Но при всем при этом, когда нас нет, вот этот механизм, запущенный вот этой гибней, который должен постоянно кого-то перемалывать, он сейчас потихоньку перемалывает русских. Вот есть такой один русский блогер Егор Жуков, очень импонирует мне человек, очень грамотно, четко разъясняет ситуацию. Только лишь за слова, мысли преступления, за слова, его сейчас осудили на 3 года условно. Слава Богу, условно. Но и люди его очень сильно поддержали, и мне кажется, поэтому было условно. Если же этот человек является независимым и реально борется с режимом, то нет никакого сомнения, что у него будет еще больше проблем, если он продолжит эту деятельность. Поэтому Егору я посоветовал бы валить оттуда и попытаться спасти свою жизнь, или брать автомат и уходить в горы, или там в леса какие-нибудь, потому что другого выхода у Егора нет. Поэтому теперь сейчас достается русским. Таких русских мы поддерживаем, уважаем и поддерживаем, но таких русских очень мало, как Егор Жуков. Так, поехали дальше к вашим вопросам. Так. Так, Анзорино, Жуков правильный парень. Да, я тоже думаю, я его много посмотрел, и мне кажется, этот человек на самом деле, будем надеяться. Мы сейчас получаем такие невероятные вещи, что человек говорит, и потом, но я вроде как не искал проколов, зацепок, что человек так, я не нашел. И я очень надеюсь, что этот человек будет тот, за кого себя выдает, что это демократических, правовых взглядов человек. И самое главное, передовых взглядов, да, прогрессивных взглядов. Так, поехали дальше. Так, Марат, ассаламу алейкум, Астан. Россия много фильмов сняла про Афганистан, Чечню. Вот какие они плохие. Многие с переживанием за российских солдат смотрят, переживают. Многие не русские, надо и вам снять. Да, надо, конечно, этим надо заниматься. Этим надо заниматься.
Так, Хасан Ули, Асан, что ты знаешь про Хаббат? Хаббат я ничего не знаю. По-моему, это какой-то еврейский праздник. Лунный свет. Русские сами живут как рабы, так они все, до кого дотянутся, тоже хотят защитить в рабство, таких как Жуков, единицы. Да, это так. Асла, опять же, какие у нас ВС, а это до этого был лунный свет. В5 говорит. Аслан, опять же, какие у нас шаги и что нам делать? Шаги вести просветительскую работу в первую очередь. Конечно же, первое, что мы должны делать, это просвещать всех вокруг, всех. Кто говорит на иностранных языках, просвещайте. Ни на одну минуту не успокаивайте. Доносите всем. Пускай думают, что вы немного не в себе. Ваша задача донести. Это безопасно. Это в интернете пишите, распространяйте, открывайте аккаунты в Facebook, везде пишите. В YouTube пишите везде, комментарии пишите. Кто живет в Европе, я говорю, те, кто живут в Чечне, будьте очень-очень осторожны, предельно осторожны. За моим каналом смотрят, за мной очень пристально смотрят и могут возникнуть проблемы. Все, кто живет в Европе, пишите везде комментарии, они не смогут узнать, кто вы, что вы. Если чтобы никто не узнал, вы можете сделать отдельный аккаунт, это очень легко. Чуть-чуть заморочиться и все, это никаких проблем. И самое главное, сохраняйте информацию, сохраняйте фотографии всех преступников, фамилии, имена, где они совершили преступление. Все должно быть четко расписано. Мы ведем определенную работу в этом направлении, но ее так много, этой информации, что ее надо отбирать, фильтровать. Поэтому сохраняйте всех. Очень удобно, когда вы смотрите какие-нибудь там ролики, где там на российском канале, на российско-оккупационном Чечне канале. Обычно, когда какой-нибудь предатель у нас дома, или же какой-нибудь там русский преступник говорит что-то, да, внизу пишет обязательно его имя, фамилия. Вы просто делаете скриншот, когда он это говорит, что было имя и фамилия обязательно. Ну, конечно же, знать, когда сфотографировали, в чем этот преступник обвиняется. Вот обязательно вот все, кто может, надо сохранять. Видеоролики сохранять, что по WhatsApp отправляют, сохранять. Пытайтесь всячески сохранить, потому что суд будет, без сомнения, без единого, вообще малейшего сомнения, суд будет над всеми преступниками. И если не будет суда, если мы не совершим наказание всех над всеми преступниками, даже посмертно, когда они умрут, даже мы, если не назовем имена этих преступников, мы не можем называться нацией, мы не можем называться государством. Это одно из условий для того, чтобы мы стали государством. Это неизбежно то, что мы должны сделать. Если мы этого не сделаем, можете меня не называть чеченцем. Если даже я умру, и это останется, и вы это не сделаете, можете меня не называть, был какой-то чеченец. Я отказываюсь быть чеченцем, если мы этих всех преступников поименно не назовем и в суде не обозначим их вину. Да, Аллах. Так, поехали дальше к вашим вопросам. Какие у нас шаги, что делать? Вот я рассказал про шаги. Так, мне задонатили. Посмотрим, кто мне тут задонатил. Так, Эд Мамедов. Салам Асан. Как ты думаешь, что будет предпринимать Германия к России? Или спустить на тормозам? Да и почему Украина дает гражданство укроагентам Российской Федерации? Салам, Эд, я говорил тебе ранее, я не знаю, почему Украина дает. Украина всячески должна поддерживать чеченцев. Она должна, знаете, тот опыт, который у нас накоплен, Эд, он просто бесценен. Это не мой опыт, это наших старших, с которыми я разговариваю. Вы не представляете, я много изучал этот вопрос, когда уже сюда приехал, перед тем, как уже уехал из России. Я много изучал этот вопрос. И те люди, которые мне здесь дали информацию и представление о том, даже не замечая, что они мне что-то особенное открывают, они расширили мой кругозор. Они очень сильно дали мне понять систему, которая происходит. Потому что эти люди уже на своей жизни, всю свою жизнь пережить через это. Это огромный опыт, огромная база, которую украинцы должны вот так просто взять на руки и носить ее. И это очень ценно и важно. Я не вижу за украинцами такое. К большому сожалению. Наши, кто там воюет, они как бы с первых дней сказали, что они будут в политике
И благодаря этому они пока еще сохранились, потому что как только Саакашвили попробовал там лезть в политику, помните, что сделали с украинцами, с грузинскими бойцами. Их всех тоже попросили, причем в очень грубой форме. А у грузинам-то есть куда лететь, да, у них своя страна есть, а у нас даже страны своей нет, которая не оккупирована. Поэтому в этом плане, конечно же, украинцам нужно перенимать наш опыт. По поводу вот твоего первой части, первого вопроса, что будет предпринимать Германия к России, я бы хотел бы чуть-чуть попозже обсудить этот момент, когда мы будем уже в общей теме обсуждать вот именно ситуацию вот с убийством Хангашвили. Так, и мы это обязательно сейчас обсудим, я все это скажу обязательно. Так, Тойзан задонатил. Дался Адоль Тойзан. Почему убийству Зелимхана так мало внимания в Европе? Чем оно отличается от покушения на Скрипаля? Интересно твое мнение. Я обязательно тоже сейчас отвечу на этот вопрос, Тойзан. Это тоже очень хороший вопрос. В первую очередь проблема в том, это правда, да, без преувеличения, без всяких там обидников, это абсолютнейшая правда, что кровь чеченцев стоит дешевле. В этом мире на сегодняшний день, благодаря России, благодаря тому, что у нас нету государства, у нас нету защиты, и мы дискредитированы полностью, да, наша кровь стоит, самая дешевая кровь на сегодняшний день в цене наша. Вот это историческая такая вот правда, которая вот сложилась на сегодняшний день. И мы-то считаем, что мы не плохие, что мы не террористы, мы знаем это, мы абсолютно убеждены. И нам даже ниже своего достоинства доказывать им, что мы не террористы, не плохие люди, так как нас там представляют уже на протяжении вот поколение целое выросло на этом, понимаете? Почти 28 лет о нас трубят, что мы плохие, плохие, плохие. А с приходом вот этого террориста Путина просто днем и ночью о нас всячески ухищряют вот так. И нас не знают. Наша проблема в том, что в Европа мир нас не знает. Они боятся неизвестности. О нас очень плохо говорят, и мы должны это всячески изменить. И это будет легко, потому что это абсолютнейшая ложь. Как и все, что говорит Россия, это ложь. Это тоже ложь. Мы должны просто доносить. Мы должны своим поведением показывать. Никогда нас говорят, вот ты плохой, ты опасный чеченец. И в этот момент обидеться и показать ему, что это не так. Вот он тебе в лицо это сказал. Нет, мы должны наоборот показать, что нас оболгали. Нам нанесли, огромнейший репутационный урон. Не просто нас убили, истребили, все. Во время, до этого и после этого нам нанесен огромный репутационный урон, который нам придется долго еще восстанавливать. Но я думаю, если мы объединимся, к Барту придем, то обязательно, конечно же, мы его восстановим, без сомнения. И поэтому про Зелимхана, то есть мы все, подробно еще сейчас поговорим. Почему нет внимания, еще по каким причинам нет такого внимания к убийству Зелимхана Ангашвили. Маждада. Немцы могли спокойно проморгать это убийство взамен на миллиарды, так как у чеченцев нет государства, никаких рычагов влияния на мировую политику. А нет, это не Катар, Турция и Египет. Совершенно верно. Знаете, здесь тоже есть такие моменты, что иногда немного стыдно. Так. Игорь Микеладзе, люблю вас с детства в Айнахе. Не поверишь, Игорь, я грузин тоже с детства очень уважаю и люблю. Так, Тойзан, Рашка провела акт терроризма и отделалась всего лишь высылкой 2 послов. Неужели мы на это купимся? Ногчи. Я нет. Я тоже на это не куплюсь, Тойзан. И мы, конечно же, считаем, что это недостаточно. Я не слышал фамилий, кого выдворили. Но я так понимаю, что Сергея Нечаева, главного террориста, главного преступника, который покрывает это убийство и другие преступления здесь, этот человек пока вроде бы не выслан. Мы требуем выслать Сергея Нечаева. Да, 2 бандитов выслали, очень хорошо, честь и хвала. Но мы требуем, чтобы и Сергей Нечаев тоже был выслан. Так.
Так, так, так. Борг Цечо. Аслан, доктор Фауст с Канады неплохо топит за нас. Ты с ним связь держишь? Да, конечно, я знаком, давно с ним уже не общался, сегодня писал ему комментарий. Да, конечно, доктор Фауст это наш еврей. Абсолютно топит, гасит, и спасибо ему большое. Тода, доктор Фауст. Немо 70, Аслан, ты будешь наших детей и народа. Да, мула, ну я просто пытаюсь доносить правду. Я вижу, я ни к чему не призываю, я не призываю к вооруженному сопротивлению, ни в коем случае. Да, мы не можем себе этого ни в коем случае позволить. Каждый наш человек стоит, я не знаю, на вес золота наш, каждый человек. Но и если мы останемся в такой ситуации, в которой мы сейчас находимся, мы просто огромные усилия, которые вложил наш народ, и это не Дудаев, не Масхадов, это весь народ вкладывал это. Есть семьи, у которых по 5, по 6 человек именно ушли на войну, погибли. Есть люди, у которых по 10 человек там бомбами разбомбили с одной семьи, там много-много у нас потерь. Мы пережили страшнейший геноцид, унижение, пытки, оскорбления. И мы это не можем оставить. Я не вижу в этом, как это можно оставить. Это не может быть просто. Я не согласен просто. Я не согласен. Я не могу. Конечно, мы должны это доносить. Так, поехали дальше. Так, одну секунду. Так, никто не забыт, ничто не забыто, говорит Анзорино, да, мула. Так, лунный свет. Тревожно то, что много пророссийских сил в Украине, а закон не дает их истребить. Это угнетает. Но мы не сдадимся и верим в победу, говорит лунный свет. Так. Так. Игорь Дубинин. Аслан, слышал о расстреле солдат в Забайкале из-за дедовщины. Армия – это зло. Может, я ошибаюсь. Да, я тоже это слышал, Егор, извиняюсь, Егор. Слышал, то, что вы имеете в виду, наверное, то, что фамилию забыл, Татарин, по-моему, 8 человек, да, застрелил. Ну, его поставили перед таким выбором. Я считаю, человек обязан защищать свою честь и не может быть подвергнут тому, что его хотели, чему хотели его подвергнуть. А таких много в армии, между прочим, происходит. Так, как найти? Аслан, договорись с Закаевым об стриме, чтобы мы и не мы могли задать вопросы для всеобщей информации. Хотелось бы все сплетни или развеять, или подтвердить Лэрамц. Да, мула, обязательно. Я уже сказал Закаеву, как он будет готов, он мне скажет. Да-да-да, Айдар Кремля, это был Шамсудинов, точно. Так что, как он мне ответит, я, конечно же, с удовольствием проведу. Так, Франц Кюнхакель. Аслан, когда же рухнет Россия, говорит. Если будем ждать, то будем ждать долго. Надо прилагать усилия. Так, Атахан Дудаев, ассаламу алейкум, салам. Джахар Дудаев, герой Кавказа и всего мусульманского мира, говорит Али Алиев. Кавказский волк, Ялхару, Варджоухар. Так. Агент 007. Аслан, в Ичкерии юх мациоварю аль-хитхун примерно в каком году? Это хороший вопрос, агент 007.
у нас есть план. И этот план, он не произойдет молниеносно. Даже если будет развал Рашки в следующем году, да, и он может произойти в любой момент, если народ что-то заставит и выйдет, да, может произойти какая-нибудь ядерная катастрофа, какой-нибудь реактор взорвется, когда когда-то взорвался Чернобыль. И к этому нам надо подготовиться. У нас должна быть помощь мирового сообщества. На сегодняшний день, находясь в жесткой тиранистической ситуации, в тисках, нам очень трудно будет, практически невозможно будет без провокаций, без междоусобицы установить свою законную власть. То есть избрать президента и избрать парламент. Это обязательное условие для того, чтобы мы могли начать восстановительный процесс, скажем так. Для того, чтобы это установить, мы знаем, как далеко все зашло. Для того, чтобы это установить, нам нужна помощь извне. Для того, чтобы нам предоставили эту помощь, наверное, не на безвозмездных, конечно, условиях, хотя нам уже должны. Я считаю, нам практически все страны мира должны. Это не какое-нибудь там наглое утверждение, что нам обязаны там и так далее. Они обязаны, должны соблюсти свой закон, международное право, по которому они все живут. Так вот, над нами учинен геноцид. Начало восстановления нашей государственности, на мой взгляд, начнется с момента, когда начнется производство по уголовному делу в Международном уголовном суде в Гааге. Для этого мы поймем, что мир обратил внимание, и за это будут спрошены преступники, которые совершили эти злодеяния. Потом же, и это займет определенное время, хотя это нескольких месяцев, если будет экстренная ситуация, нескольких недель, чтобы мы смогли заручиться поддержкой и получить протекторат, временный протекторат. Ни в коем случае это от стран ООН, когда это страны, несколько стран подготовят миротворцев, они готовы, их просто достаточно будет отправить. Это будет я это вижу так, это должно быть подготовлено. Как когда-то были миротворцы в Югославии, в той же Косово, в Серебрянице, где, правда, голландские миротворцы не остановили резню, но, опять же, приходим к тому, что все равно результат государства образовалось, как Косово, там другие страны. Поэтому нам очень большой там объем работы, это не такой простой вопрос. Но если события начнут происходить, то, что Россия сейчас начинает ослабевать, она давно уже начала ослабевать, и без сомнения это будет только прогрессировать. Без сомнения, нету ничего, что может изменить там кроме какой-нибудь там супер какой-то катаклизм. И этот катаклизм, если он будет мирового масштаба, то он коснется России, и она еще сильнее ослабнет, потому что у нее нету ничего, что она может сделать в экстренных ситуациях для спасения своего народа. Тогда, конечно же, у нас быстрее появится шанс. Опять же, что бы ни произошло, мы будем развиваться в этом направлении. Будет регресс России и прогресс в нашем освобождении, в направлении нашего освобождения. Конечно же, надо работать над этим, и когда будет благоприятная ситуация, мы должны избрать президента и парламент. Вот это наша законодательная власть и президентская власть, которая должна установиться, от которой будет уже исходить назначение судебной власти, исполнительной власти, которые будут приниматься законы, и дальше будет распространяться наша государственная власть, которая будет дальше.
До этого надо дожить, к этому надо подготовиться, еще много работы предстоит сделать. Это огромный пласт работы, который мы, несомненно, сделаем, и каждый должен прилагать усилия. Государство строит народ, не один человек, не правительство, государство строит весь народ. Вот когда мы созреем до этого, мы обязательно построим это государство. Да, мула. Я очень надеюсь, что в следующем году мы уже сможем приступить. Я очень надеюсь, что и в этом году остался хоть и месяц, но я очень сильно надеюсь, что в 2020 году мы свое государство, ну, по крайней мере, подготовку к введению миротворцев, подготовку к выборам, мы в следующем году уже начнем. Может, выборы назначим на 2021 год, но сама подготовка, да, будет в следующем году. Так. Аслан, скажи, чтобы ставили лайки, говорит Джохар Дудаев. Так, господа, ставим лайки. 663 человека смотрят, 206 лайков. Ну, это вообще непорядок, Леон. Ну, вообще. У нас всегда две трети у нас безбилетники. И я у вас каждый раз выпрашиваю, елки-палки, ну сколько можно? Так, Маждада, Фриман, религиозные государства держат своих граждан постоянно в религиозном тонусе, поскольку власть там является теократией, и это значит, что нужно ей глубже улазить в сознание своих граждан постулатами, говорит Маждада. Да, совершенно верно. Так, А Б говорит, я антисемит. Ну, значит, ты глупый, до предела глупый. А я антисемит, понимаешь? Я антисемитов. 1/3, говорит, видео, 1/3 безбилетников, это чекисты смотрят. 1/3 чекисты, 1/3 безбилетники, 1/3, которые с билетами поставили лайки. Но он не ставит. Вот, Джарарда, что ни говори, не ставит. 230 поставили и не ставят. А штрафовать надо, говорит. Ну да, надо им всем штрафы. Он социал С, говорит, сидят, как будто у них проездные для пенсионеров. Так. Так, Ичкерия Лайв, делитесь видео, ставьте лайки, говорит. Так, за оскорбление межнационального рознь блок, говорит, 007. Согласен. Так, не могу поставить лайк, говорит Мила Йович. Ну вот, началось опять эти вражеские проделки, да? Он социал С. Я понял, хочу новый, я понял. Давай так, раз ты уже такой, на тебе, получи вознаграждение, чино. Теперь можешь писать и удалять. Ты снова как его, модуль. Ахтахан Дудаев, Аслан, видео гневом шаш бэй анбеш 11-17 шокач. Гасхш игиль юбош, Кадыров Европе чар бахти тамбош, пичуч. Дин хундоч бэшляян. Ицкестегю, а юцек сунцаха, он амнугюц. Так, проверка, все работает. В5. Евреи это народ не может быть хорошим или плохим, люди могут быть хорошими и плохими, совершенно верно. И вот только вы тут почувствуете какой-то национализм, ксенофобию, фашизм, антисемитизм, бан, вообще без разговоров, терпеть мы не намерены. Людям надо лечить голову.
Так, видео. Аслан, ты помнишь пропаганду Рашки в виде художественного кино про Чечню? Нам бы использовать эту технику. Нужен полный метр для широкого экрана с правдой. Да, было бы отлично, если бы это делали профессионалы. А профессионалы у нас, как известно, есть в Болливуде и в Голливуде. Вот нам бы вот каких-нибудь суперпрофессионалов таких, конечно, и материала у нас огромные, истории есть прекрасные. Конечно, все нужно. Но вот видите, нужно делать. Так. Давайте мы уже почти, уже смотрите, как долго мы говорим, мы перейдем к нашей основной теме и поговорим о террористическом акте, который был совершен русскими против Германии и чеченцев, Чеченской республики Ичкерия. Так, давайте так. Можете сейчас пока не писать вопросы, я буду сейчас говорить об этой теме и немного потом почитаем ваши вопросы. Цединес, сейчас одну минутку. Мне тут Эд Мамед говорит, Тойзан говорит, что Эд Мамедов отправил вопрос, и я его пропустил. Нет, я его не увидел, к большому сожалению. У меня стояло, у меня просто стояло интересные вопросы, и, видимо, я его пропустил. Так, все, уже нет этого вопроса. Эд, дорогой брат, пожалуйста, пришли еще раз свой вопрос, я его постараюсь сейчас прочитать. Так. Магомамадова. Аслан, пошел, догадайся, куда со своим баном. Ты точно еврей или еврей запретная тема? Мака, ну, это нехорошо так говорить. Я не знаю, куда я пойду, я знаю, что ты пойдешь в бан. Тебе русским языком объясняют, что говорить про всех нельзя, это национальность, это народ целый. И я не позволю у себя здесь никого оскорблять. Так, ну все, короче говоря, это, по-моему, не смотрит нас. Так. Короче говоря, давайте. Агент 007. Давай, агент. Так, смотрите, давайте вот начнем с наших тем. Как мы знаем, 23 августа 2019 года, через 2 дня после того, как Ангела Меркель отказала вернуть преступника Путина в G7, был убит Зелимхан Хангашвили. Зелимхан Хангашвили был диссидентом. Диссидент – это значит несогласный, и с латинского диссидент. И этот человек сражался за нашу страну. Я не знал Зелимхана Хангашвили, никогда его не видел, не знал, что он в Германии здесь есть, даже уже когда здесь жил и общался. Но я знаю, что этот человек защищал мою страну. И мы все должны этому человеку, мы должны его семье, его детям, его матери, его родственникам и всем тем, кто погиб, защищая нашу страну. Зелимхан Хангашвили не был преступником. Если бы он был бы преступник, и это можно было бы доказать, то Россия, конечно, приложила все усилия, и, конечно же, Германия бы поступила бы с ним, ну, скажем так, ну, не нянчилась бы, скажем так. И более того, Зелимхан Хангашвили, к нему даже были применены репрессивные меры по лживому обвинению России. Лживому. Он был признан исламистом, то есть фашистом, радикальным фашистом, и ему долго пришлось доказывать, что это не так. Зелимхан Хангашвили был убит подло, по-русски, по-террористически, выстрелом в спину, и затем
добит контрольным выстрелом в голову. После этого начали открещиваться, что никто не имеет к этому, Россия не имеет к этому отношения. Там вы увидите, много будет версий, что это была какая-то кровная месть, что это был не Путин, а Кадыров, так, и ну, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы знаем, что Германия признала это политически мотивированным преступлением, и дело было передано в Федеральную прокуратуру ФРГ. Это значит, что Россия признана преступником. Я наблюдал за тем, что происходило в российских средствах массовой информации, над разными высказываниями этих бандитов и террористов, таких как министр иностранных дел Лаврова. Ну, этот человек начал говорить, сравнивать это дело с делом Скрипалей, что автоматически его разоблачает. Также мы увидели огромный поток лжи, которая начала возводиться на российском телевидении против Зелимхана Хангашвили, против его памяти. Его уже обвиняют там, в связях со всеми террористами мира, со всеми преступниками мира, что вот он проводил террористические акты и так далее, и так далее, и так далее. Но мы все прекрасно знаем, что тот период, когда он тут находился, против него оказывалось давление, и при всем при этом Россия требовала его, Россия знала, что он здесь, и Германия его не выдала. Германия никогда бы не оставила на своей территории человека, которым она смогла бы доказать, что этот человек является опасным, что он является каким-нибудь там фашистом любых взглядов, что хоть религиозных, хоть там каких-нибудь других политических взглядов был бы фашистом. Но Россия в своем репертуаре, она продолжает лить грязь на память убитого им человека. Но мы как бы все помним, фиксируем и обязательно, конечно же, всем припомним. Всем, не забывайте, мы будем вас всех привлекать в судебном порядке, и вы будете нести ответственность за то, что вы покрываете вот эти убийства и преступления. Далее, что я хотел бы сказать, тоже, на что я обратил внимание, наблюдая за прессой, тут европейской, русскоязычной прессы, я хочу сказать, что не Ост-Вест, которые античеченские, часто очень выдает непроверенную лживую информацию, также американские «Настоящее время», которые, там разные ведущие есть, такое есть Алевский, Тимур Алевский, которым доводилось мне видеться еще в Мосгорсуде, где это очень однобоко преподавал, преподносил информацию судов, где они бывали. Он тогда был на «Эхо Москвы». Мы все знаем, что «Эхо Москвы» и Венедиктова – это проект Кремля. КГБ и по-другому в России быть не может. Это надо железобетонно запомнить. А сейчас он тут, когда было еще покушение на Скрипалея, этот Тимур Алевский рассказывал, я пытался, говорит, он на террористов, он на убийц, которые нарушили правила, когда они уже обменялись шпионами, Скрипаль был отдан, передан в Великобританию, уже вроде нельзя, это нарушение. До этого это ГРУ проводило огромное количество убийств, огромное количество людей убито этим ГРУ. И Тимур Алевский рассказывал тогда еще, я пытался всячески оправдать поведение ГРУ, но вот не могу я. Я не знаю, может он просто боится, что ему будет, или он просто хочет как-то понравиться. Но террористу, если нравится, с американской телеканала надо гнать метлой таких ведущих. Ни «Настоящее время» американское, ни Deutsche Welle немецкая, русская редакция, сейчас русская редакция, ни BBC, которая называла Зелимхана Хангашвили, убитого террористами из России, называла сторонниками Масхадова. BBC так называет. Полевой командир его обозначили. Это командир. Полевые бывают мыши. Это командир. Чеченский командир. Гражданин Грузии. Гражданин Чеченской республики Ичкерия. Герой Ичкерии. И они называют его сторонник Масхадова. Так вот,
это был не сторонник Масхадова, это был сторонник президента Масхадова и сторонник чеченского государства. И все, что сейчас делается, все это, вот это покрывательство, вот я в начале своего вот этого стрима говорил, что не всегда они говорят там абсолютную ложь, притворяются какими-то такими либералами, честными, объективными, независимыми какими-то журналистами. Я утверждаю, что это не так. Ни на BBC, ни на Deutsche Welle, ни на настоящем времени. Ост-Вест это вообще помойка, абсолютная помойка. А вот в настоящее время Deutsche Welle и BBC, русские редакции, американского, там, немецкого и английского телевидения, эти люди ну, абсолютно ведут себя просто предвзято. Это недопустимо. Это полевые журналисты. Это они полевые журналисты. Зелимхан Хангашвили был полевым командиром. Он был командиром. И в данное время он находился диссидентом. Он был. Как все несогласные. Вот такая вот ситуация возникла с этими журналюгами. Далее, что хотел бы сказать. Зелимхана Хангашвили российское телевидение начало называть куратором подготовки смертников. Вы мерзавцы, вы подонки, вы все ублюдки просто конченые. Вы абсолютные мерзавцы, на вас клейма ставить негде. Вы подготавливаете террористов-смертников, вы убийцы. Вы будете за все нести и перед Богом, и дай Бог и на этой земле ответственность. Мерзавцы. Подонки. Так. Далее. Это очень хорошо, что Россия очень сильно расстроилась по этому поводу. Очень сильно у них сейчас возникают проблемы. Конечно же, как я говорил ранее, высылка, выдворение двух каких-то рядовых гибнюков, это очень плохо. Этого недостаточно. Более того, я это говорю не потому, что я считаю, что вот мы чеченцы, мы сюда пришли и командуем здесь, кому-то что-то указываем. Нет, ни в коем случае. Я это много раз повторял и еще раз повторю. Нет, мы никому не указываем. И мы не настаиваем на то, что вы должны делать то, что мы говорим. Ни в коем случае. Вы не должны делать то, что мы говорим, вы должны делать то, что выгодно вам. И это за вами право. Конечно же, в соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права. Но я без сомнения, без малейшего сомнения убежден, что Германия потеряет часть своего суверенитета. Может быть, она даже и территорию потеряет. В Германии могут начаться большие проблемы, если Германия сегодня и сейчас жестко не поставит заслон вот этому бандитизму, вот этому терроризму, который надвигается с востока. И не только Германия, все остальные страны мира. И я абсолютно в этом убежден. И только поэтому я настаиваю на то, что Германия обязана просто, не ради нас, а ради своих национальных интересов. Я предупреждаю Германию, я призываю Германию обратить на это внимание и как можно быстрее принять меры. Все преступники, здесь должна начаться просто массовое выдворение и массовая зачистка. Очень все далеко зашло. Выдворение и массовая зачистка. Должны ставиться на карандаш, должны проверяться все, как вы начали проверять связанных с исламским терроризмом. Их очень мало было, этих связанных с исламским терроризмом, и, конечно, было с ними легко. Но сейчас, когда ситуация, у вас есть какой-то опыт, и ситуация вот так уже обостряется, то вам нужно взять под контроль всех этих русистов, всех путинистов, всех, кто связан, как когда-то это было в советское время. Вы просто обязаны это сделать, в противном случае у вас начнутся огромные проблемы. А я не хочу, чтобы Германия, которая приютила нас, которая мне лично, моей семье, моим родственникам, мне лично очень много дала, помогает, которой я безразмерно благодарен. Я хотел бы, чтобы Германия сохранила свою силу, мощь, свой национальный суверенитет, чтобы ни в коем случае не пострадал.
Поэтому я всячески призываю власти Германии не ограничиваться на этом и продолжать. Вы знаете прекрасно, что случилось, когда отравили Александра Литвиненко, и английские власти решили как-то, благодаря тому, что Тони Блэр, который очень сильно способствовал становлению Путина как такого уважаемого в мире лидера, который закрыл глаза на то, чтобы совершался геноцид в Чеченской республике Ичкерия, Тони Блэр получил то, что в его стране, на улицах его столицы был проведен террористический акт с применением радиоактивного полония. Затем это все тянулось, там пытались закрыть глаза на это преступление, но пришли к тому, что опять было совершено уже новичком это преступление, общественно опасным способом. И Германии предстоит то же самое. Будет и общественно опасным способом, и любыми другими способами будут применять. И если Германия, как в советское время, не поставит заслон, и всем миром вы не возьметесь за это, и на корню эту гадину просто ей голову не открутите, она будет откручивать вам. Потому что это раковая опухоль. Она не может по-другому. Это крокодил, это людоед. Он не может не есть. Мы с ними говорим на разных языках. Они понимают только язык силы, они понимают только кровожадность, подлость, убийство. Они не джентльмены. Вот в полном смысле этого слова рядом они с джентльменом не стояли. Это самые подлые, самые грязные существа, которые есть на этой земле. И все они сидят на Лубянке и в Кремле. Ну и еще там, где у них Министерство обороны. Поэтому надо всячески это пресекать. Так, я сейчас тогда еще одну новость тут зачитаю. Тут Интерфакс сообщает, что я вот зачитаю чуть-чуть, чтобы было это понятно. Источник назвал убитого в Берлине Хангашвили куратором подготовки смертников, говорит Интерфакс. Ну, Интерфакс это РУ, это самые последние мерзавцы и КГБшники, которые там сидят. Ну, они тут говорят, что он готовил смертников, именно Хангашвили поддерживал плотный контакт между чеченским бандподпольем и террористическими организациями Северного Кавказа и Ближнего Востока. Он, по сути, являлся своего рода эмиссаром этих организаций на Северном Кавказе, говорят, мерзавцы и подонки. Также собеседник, не называется собеседник, потому что слив обычный такой идет, да, ГБшный. Короче говоря, он был лидером, был связан с лидерами законных вооруженных формирований, это я поправлю, Асланом Асхадовичем, Лямбасаем, Дока Умаров и так далее, и так далее. Короче говоря, тут был самый большой связной, и вот они поэтому его убили. Это оправдание того преступления, им говорят, вы убили, они говорят, ну это же был плохой человек. Вот они сейчас к чему начинают клонить. Но Скрипаль тоже был плохой человек, а Хангашвили никогда не предавал Россию, потому что никогда ей не был верен. Скрипаль же предал, и Скрипаля попытались убить. Но даже при всем при этом преступление не оправдывается, да, если оно имело место быть, то этот преступник должен быть, если он уже освобожден от ответственности, то он не может быть наказан или убит. Хангашвили никогда не предавал. Он боролся, это намного, как сказать, намного стоит в психологическом плане, я не знаю, как это выразить, в этическом плане стоит выше любого предателя. Да, если Скрипаль кому-то доверился и предал, то это не есть хорошо, даже если его нельзя за это убивать. А Хангашвили в этом плане просто мученик, святой человек. И я хотел бы, чтобы европейские страны подняли знамя Хангашвили, в лице Хангашвили, чтобы мы могли продолжить путь по наказанию преступной, бандитской, террористической России. Вот что я хотел сказать по этому поводу. Так, господа, сейчас я тогда
Опа, сейчас, одну секунду. Так, давайте я чуть-чуть почитаю ваши вопросы, а там посмотрим. Так, одну секунду. Так, я поправлю камеру, потому что она... Опа. Так, поехали. Поехали ваши вопросы. Так. Пуэрто-Рикан говорит. Аслан, как собрался устранить Ичкерию? Можно поподробнее? Можно, но тебе надо чуть-чуть перемотать, я об этом уже говорил. Можешь посмотреть. Так, Россия, Рагнар Хантер. Россияне должны понести наказание или покаяться за преступление против человечности, как когда-то нацисты и фашисты. Абсолютно с тобой согласен. Так, истинный чеченец не поднимет руку на ребенка, женщину и старика, говорит АБ. Николай Жулин, поверьте мне, я не раз дрался в бригаде за то, что говорил, что наше правительство не право по отношению к Чечне и Украине, а вы сейчас нападаете на меня. Не нападайте на Николая Жулина, он у нас один из немногих русских, который еще держится тут. Поэтому Жулин иногда выдает свои вопросы, но мы должны как бы научиться существовать с русскими тоже, потому что русские наши соседи, и поэтому давайте не сильно нападайте на Жулина. Все только без оскорбления и по фактам. Индийский чай. И Америки флаг Цангулкан Эллен Хилюк Ахбух. Дейр Хилю индийский чай. Индийский чай, индийский, о чай Дубайвара, Цангулкан Тиллен Халивай. Так, тут сейчас был только что Евгений Гор. В России на кораблях нет унитазов. Я не понимаю, зачем России они на кораблях нужны. Вообще, если в домах не бывает, то зачем на корабли ставят? На корабли же вообще они не нужны. Так. На лунный свет. Да, я точно буду и буду своим детям это прививать, говорит, как найти. И это не просто голословность, а убеждаю их фактами. Да, вот. Так, В5, Тойзен, вы откровенно, как было, люди на стороне своей страны, люди на стороне коммунизма. Они, афганцы, не отвечают за поступки других, а я тем более. Я чеченцы. Так, тебе бан на время за оскорбление. Так, Пуэрто-Рикан, я тебя слушал, и ничего подробного не прозвучало. Ну, это значит, ты меня плохо слушал. Нет, мы говорили, я подробно рассказывал свое видение, как мы будем деоккупироваться. И это не значит, что это линия правительства Ичкерии или кого. Это лично мое мнение и моих товарищей, с которыми мы ведем кое-какую там подготовительную работу. Так. Видео, мое личное убеждение, что и Ельцин, и Путлер это шайтан. Конечно, не может человек таким быть, мерзавцем. Так. Анзорину операция «Джихад» блестящая разработка Аслам Масхадом по освобождению от оккупанта города Джахара Грозного 6 августа 1996 года. Да, Анзор, только надо напомнить, что эта операция не только Масхадовая, Масхадов ее уже воплотил в жизнь. Первый, если помните, первое было 6 марта. Это была генеральная репетиция перед входом 6 августа. И Джохар Дудаев тогда был жив, и я уверен, он принимал участие в разработке этой операции. Конечно, ее завершили уже после смерти Джохара Дудаева. АБ меня спрашивает, имеешь ли ты отношение к правительству Ичкерии? Нет, я не имею.
Я не являюсь в правительстве никем. Так, Ост стянул, говорит, 3 марта. Разве 3 была эта операция, первая, которая была? Так, Аслан, а сами местные СМИ Германии как отзываются о Хагашвили, говорит Шеше? Очень, очень правильном направлении они говорят, вот, преподается пресса, точно так же не только немецкие СМИ, и английские СМИ я читал, то, что они там пишут. Очень хорошо говорят, Россию поймали с поличным, если бы тогда этому преступнику удалось бы уйти, то, конечно же, разговор был бы сейчас по-другому. Да, если бы удалось, если бы не стечение обстоятельств таких, где попался этот бандит, то, конечно же, было бы намного хуже ситуация, и русские, конечно, тогда бы говорили бы 100%. Не они сейчас говорят, что это не они. И этот Лавров сказал, что это похоже на как с малазийским Боингом. Никто нам не предъявляет обвинения. Покажите нам ваши доказательства. Они когда сбили Боинг, они такая наглость просто, да, любой человек, который маломальски понимает суть происходящего, просто должен, у него челюсть должна отпасть от наглости, которую русский говорит. Покажите нам дело, говорит. А то, что есть тайна следствия, что до того, как дело не будет передано в суд, и суд не начнет свое рассмотрение, что нельзя об этом говорить, тем более привлекать непосредственно подозреваемого в преступлении. Это просто до того, они беспринципные сволочи просто, больше просто слов на них нет. Взорвали самолет, сбили самолет, и можно мы поучаствуем в расследовании? Конечно, можно, мы вам все расскажем, идите, потом придумывайте свои версии, там, против каких фактов, выясняйте какие факты, и против них выстраиваете свою защиту. Конечно, очень удобная позиция. То же самое сейчас говорит Лавров, ну почему вы там не посвящаете? Да, сейчас все бросят тебе, преступник ты, бандит, убийца, пособник убийств. И тебе сейчас все будут рассказывать, конечно же. Давай, это карман пошире, просто расшири. Алалал Арабшипше говорит, Аслан, я в шоке от этого антисемитизма. Когда я говорю моим добратьям, что это неправильно, они меня обвиняют во всех грехах. Пропаганда очень сильная вещь. Да, это абсолютно так. Но вы учтите, смотрите, ведется пропаганда, все рассказывается, что там евреи плохие, там во всем мире они там всем зло наносят, там и так далее, и так далее. Но вы знаете, что про чеченцев говорят то же самое. Вы понимаете, что вот эти же евреи или там другие люди, они про чеченцев думают то же самое. Просто про евреев эта пропаганда идет чуть дольше, чем про нас. Хотя про нас она тоже может даже конкурировать с евреями, про кого больше говорят. Я общался с этими правителями мира, захватчиками всей земли, творящими все зло на земле, да, я с ними общался. Это абсолютно адекватные, нормальные люди. Я жил в России, я общался с евреями. Я отметил одну особенность. У каждого народа есть свои плюсы и свои минусы. Я у евреев заметил, что они держат слово. А для нас, для чеченцев, это самая такая показательная вещь. Я обратил, что вот из многих народов больше всего мне попадалось евреи, которые держат слово. Вот. И только из-за этого я стал и начал разбираться и приглядываться. Хотя я тоже был подвержен пропаганде. И мне тоже приходится уговаривать там некоторых этих больных на всю голову. И когда ты им говоришь, ну вы что несете-то? И иногда приходится даже говорить, что там, да, ну они там, конечно, там такие-сяки, ну посмотри же, и надо преподнести хотя бы, потому что тебя сразу обвиняют, ты еврей. Меня много раз обвиняют, ты еврей, все понятно, даже слушать не буду. Это просто, и это упущение евреев, в том числе, что они позволили эту пропаганду против них говорить. Конечно, мощная пропаганда идет с России, но что-то же евреи должны предпринимать.
А полезных идиотов, готовых подхватить эту пропаганду, и найдутся и в Америке, и тут в Германии, и в Чечне, и на Кавказе, и где угодно. Но мы должны с этим бороться. И мы должны там очищать. Этот плохой еврей, а это хороший. И нам не с плохого брать пример, а с хорошего. Не с Соловьева, например, брать пример, а с Анны Политковской, например, если брать. Таких миллионы этих евреев хороших. Но есть кучка отморозков, отчепенцев, а у нас их нет. Я вот перед своим эфиром разговаривал там с Ингушом, и он говорит, вот там, когда что-то говорят, вы стали там за Россию, там туда-сюда. Но извините, ну, это ингушам чеченцы предъявляют, вот ты за Россию. Но я не видел ни одного чеченца, который воевал вместе с ингушом, и они там что-то на войне неправильно показали. И что этот чеченец, который видел ингуша, что-то плохо говорил про ингуша. Никакая воевавшая я не слышал. А вот тех, кто не воевал и не защищал свою родину, да, это любят говорить на ингуше, а вы же с России. А ты за кого тогда был все это время? А сейчас ты за кого? Что ты сейчас делаешь, чтобы не быть с Россией? И вот такие вещи мы должны отсеять. Мы должны плохих, кто рассеет рознь между нами, ингушей, оставить в покое, их не слушать, а слушать наших братьев. Точно так же с дагестанцами, точно так же там, с украинцами. Украинцы тоже, надо признаться, украинцы тоже не самым лучшим образом себя вели, когда была активная фраза геноцида. И многие извиняются и сейчас понимают это, но некоторые активно сотрудничали. Но стоит напомнить, что Юрий Буданов, военный преступник, некрофил, убийца, подонок, это человек с Донецка, с Украины. И если бы его Зелимхан Хангашвили не грохнул, он бы оказался бы сейчас где-нибудь большим чиновником ДНР или ЛНР, ну, скорее всего, ДНР. Тоже такой же вопрос и с евреями. Если мы будем эти вещи поддерживать, мы никуда не уедем. Мы строим цивилизованное правовое государство. Эти вещи запрещены даже в исламе, в том числе исламе, или я не знаю, во всем мире, совсем это запрещено. И мы не можем ни в коем случае, ни по каким правилам. Есть общепринятые человеческие правила. Все это международное правило, все, что мы считаем хорошо и все, что считаем плохо, дано нам Богом. И оно уже сформировано законами, что убивать нельзя, красть нельзя, то нельзя, это нельзя. И основные принципы, да, гуманность, человечность, они есть во всех религиях, потому что они идут от Бога. И они также заложены, уже сформированы человеческие законы, мы сформировали это все. И мы не можем никак быть против всего, да. Я вообще не понимаю чеченцев, которые что-то говорят про евреев. Вообще не понимаю. Ну, как ты можешь говорить, когда тебя только что над тобой совершен акт геноцида, акт агрессии и оккупации твоей страны, и говорить о ком-то, кроме агрессоров? Что бы кто бы ни делал, какие бы они там ни были, людоеды, но они где-то там где-то находятся. У тебя есть людоеды, которые поедают тебя. Давайте не будем чеченцев тоже любить за то, что есть кадыровцы, которые также поедают нас, убивают, пытают. Это простые вещи. Мы должны вырасти в конце концов, а такие вещи отсекать. Нам надо построить государство и жить со всеми. Нам надо в Израиле открыть посольство. И что будет там наш посол делать, если у нас в Чечне будут там антисемиты, какие-нибудь фашисты, там евреи такие-сяки. Нет, нам надо со всем миром налаживать отношения. В каждой стране мира, будь она африканская, арабская, южноамериканская, Австралия, любой страной нам нужно устанавливать дружеские, братские отношения. У нас нет врагов, кроме имперской России. Мы это должны четко усвоить. Так, наше время истекло, ребят. Я отвечу, постараюсь немного ответить, если вам не надоело. Так, Аслан, не Хангашвили грохнул Будана, а Тимирхана. Ты сделал оговорку. Да, тот же сейчас вырезут. Омагат, Баркалон. Я сделал оговорку, говорил о Хангашвили, и поэтому сказал. Да, конечно, это был Тимирханов.
Легенд. Асан, ты смотришь Александра Сотника? Конечно, смотрю. Ничего не пропускаю, что говорит Сотник. Большой респект Александру Сотнику и с удовольствием с ним пообщался бы. Я сейчас забанен на Фейсбуке на обоих аккаунтах, поэтому те, кто мне пишут, в личку пишут, там уже много писем набралось, но я не могу вам ответить. Именно перед тем, как вот была была наша конференция в Берлине и митинг против того, чтобы нас просто так тут убивали, тоже в Берлине, меня забанили на обоих аккаунтах. На меня идет усиленно, идет, не только на меня идет, на наших соратников, на всех идет, под разными предлогами. Нас лгут, нас обманывают. И вы должны понимать, что в любой момент можно что угодно придумать, все что угодно имитировать. Все, что угодно может быть. Нам нужна ваша поддержка. Вы должны нас поддерживать. Имеется в виду наше дело. Лично мне ничего не надо. Наше дело, чтобы доносить правду. Ставьте лайки, распространяйте видео, подписывайте. И поверьте, мы никогда не предадим эти наши взгляды, которые мы здесь делаем. И мы сделаем так, чтобы преступники, которые совершили над нами преступления, были наказаны и понесли заслуженное наказание. Если этого не произойдет, то грош нам цена. Все, я на этом тогда закончу свой стрим, мы уже 1,5 часа говорим. Спасибо, что поддерживаете, спасибо, что смотрите. Эд, о том вопросе, который ты мне задал, мы с тобой отдельно сейчас поговорим. Я тебе сейчас позвоню. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. Спокойной ночи. Всего самого хорошего. Следующий стрим будет в пятницу, я очень надеюсь, потому что у нас намечается большое мероприятие, которое, конечно, я буду держать в известности, и мы будем всячески привлекать внимание к нашей проблеме и к тем нарушениям, которые по отношению к нам происходят. Но я очень надеюсь, что в пятницу в 9 часов 21:00 по Берлину мы обязательно опять с вами выйдем на связь. Ассаламу алейкум, всем всего хорошего.